мечеть. Томская мечеть находится на улице Татарской. В Омске, например, вот улица Татарская нет. А в Томске есть улица Татарская. Здесь вот красивые старинные дома находятся. И прямо рядом с Томской мечетью находится мадресе, мусульманское учебное заведение. Все это прямо рядом. Это вид на всю улицу Татарскую, мечеть, старинные дома, двухэтажные, деревянные. Какие-то в заброшенном состоянии, какие-то в хорошем, ухоженные. На всех из них висят таблички, что они охраняются законом Омской области, являются историческими зданиями. Откуда уже цивилизация начинается. Немного цивилизации, промышленности. И там вот берег, по-моему, берег Томи. Я вижу камыши. По карте мы смотрели в интернете. Вот спустились с улицы Горького. Там впереди Татарская была. И вышли на берег реки. Скорее всего, это река Томь. Судя по карте. Дальше частный сектор дачи. На том берегу. Не знаю, правда, что там находится. Это это Томский татарский культурный центр города Томска. Видите, какое здание отдельно стоящее. Все отремонтировано. Все оплачивается за счет бюджета региона, коммунальные услуги, электричество, зарплаты сотрудников. Сейчас буду долбиться. Мы не хотели сюда везти, блин. Все хотят посмотреть. Сокрушила на порыве. Каримая оставил, который сундуки с золотом. Здесь темно, ничего не видно. Я вам так скажу, что как эти песни, но воздух и движение в здании осталось. Вы знаете, потому что вот когда ты уходишь один из здания и ставишь на сигнализацию, уходишь, идешь в коридор один, и сразу начинается, выключаешь свет, начинаются шорохи, какие-то звуки, какие-то скрипы. Это можете как угодно к этому относиться, но я вам так скажу, да, но зданию очень много лет, поэтому это здание живет своей собственной жизнью. Пойдете потихонечку, помаленечку. Там вы увидите экспозицию черного монаха. Считается, эта экспозиция, я буду это считается хозяином дома. Это черный монах. Он приходил ночами в конечно. Это мы в подвале Томского татарского культурного центра. В подвале холодно, темно, резкие ступеньки вниз идут. Ой, чуть не упал. Я чувствую, нас тут закроют и не отпустят. Должно какое-то произойти горе либо несчастье. И однажды он проплакал целую неделю подряд. Это черный монах. Вот, он приходил только ночью, и конюхи, когда приходили в конюшни вот, на работу, они видели только убегающую тень черного монаха. Вы понимаете, никто никогда его в лицо не видел. Этот человек был в черном одеянии, и прозвали его черным монахом. Они были настолько ухоженные. Да, то есть вот где же поверишь в старину? Что у русских, что у татар? Если хозяин дома задобрен, все, значит, не будут болеть животные, будет мир и покой в доме. Вот, если же вы чем-то разозлили хозяина дома, значит, жди каких-то неприятностей, несчастий. Это все, конечно, старики умирают, и практически ничего нельзя сейчас добыть такого интересного. Но я вам так скажу, вот эти старинные саночки, там руки у нас не доходят до них, но я вам так скажу, там нет ни одного гвоздика. Все части этих санок скреплены сыромятными ремешками.
Не мне вам говорить, вы уже, есть молодые, конечно, люди. Что такое сыромятные ремешки? Это ремешки, сделанные из кожи животных, знаете, да? Вообще этот микрорайон маленький, он находится как бы под городом. Он называется Заисток, татарский аул, татарская слобода. Вы знаете, и здесь, в этом маленьком микрорайончике, жили, в темных закоулочках, жили воры, конокрады, убийцы. Понятно, да? Почему московский тракт? Да потому что обозы, груженные разным товаром, шли на Москву. Почему иркутский громадный тракт у нас есть? Потому что обозы шли на город Иркутск. Вот это все, что мы собрали из деревень, это вот все. Видите, вот сыромятные ремешки, вот это поводья, вот это все, что в деревнях. Это из Казанаула. Большими кланами живут татары у нас в Томской области, ну, конечно, меньше, чем в Красноярске в 3 раза, чем в Новосибирске, вы понимаете? Совсем немного у нас татар, но везде родные люди. Это Казанаул, это Батурина, это Черная речка, это Тахтамышева деревня, это деревня Эушта, и так много-много деревень. У нас и одна деревня крещенных татар, все остальные татары мусульмане. Вот это деревня Старокороткина Колпашевского района. Вот это плуг, который привезен из Казанаула. Им еще в годы Великой Отечественной войны пахали землю. Пойдемте. Да. Пойдемте. Конечно, это сейчас здесь усилен подвал, здесь усилены бока, здесь вот залит внизу пол. Но я вам так скажу, в подобных подземельях всегда ходили с подобными керосиновыми лампами, да, не со свечами, потому что все старшие поколения знают, что свечи это достаточно дорогое удовольствие, поэтому ходили вот с такими керосиновыми лампами. Пойдемте дальше. О, там еще. Знаете, это татары поехали, это у нас старинное есть племя, деревня Эушта, там стояли юрты татарские. Вот, и во главе этого племени стоял князь Стоян, князец Стоян. Это он поехал к царю Борису Годунову из Челобитной, чтобы взяли малые племена. Что такое сибирские татары? Это малые племена, которые населяли Притомье, Приобье. Это Терёпи, Чаты. Вот малые вот эти, их всех вместе называли татары. Кто такие сибирские татары? Чернокожие, во-первых, черноволосые, узкоглазые, широкоскулые, кривоногие прежде всего. Почему? Рождался татарин, сразу выбирали лошадь, умирал татарин, с ним хранили лошадь. Вот что у русских, что у татар. Томск был вообще деревянный, грязный город. Это сейчас кругом проложен асфальт, но я вам так скажу, и всегда был крюк перед кроватью, да, всегда висела люлечка. Что у русских, что у татар. Вы понимаете, базары были одни, атрибутика кухонная была одна. Вот, это кухни разные, верования разные, но все остальное, вы посмотрите, вот это из деревни Черная речка, татарской деревни, это Нурия Леонуровна, вот ее прадедушки, прабабушки спали, вот, знаете, произведение просто искусства, вы понимаете? Вот такие железные кровати, вот, на которых спали наши прадеды. Это не прадеды, я в такой кровати спал. Он мне надо, что такая кровать стоит. Мне ребенок младший говорит, ни за что не дам тебе выбросить ее. У бабушки, по-моему, такая же была. Прабабушки. Вот это чугунки. Татары русские одинаковые. Посуда. Одни базары. Вот. Ну, я когда детям говорю, ребятишки, как это называется? Так, вот берете ухват, это имитация, конечно, печечки. Вы так берете, ставите в печечку и так далее. Ну, конечно же, это старинный курганчик. Я не буду вам рассказывать мусульманам, что это такое. Вот. Но почему здесь кошечки? Тоже легенда из Корана. Понимаете, что в Библии главная книга христиан, что главная книга мусульман, Коран, священная книга, да? Вот везде есть легенды. И это по легендам Корана. Кошечка, там целая легенда, ну, считается чистым животным, вы знаете, да? Поэтому кошечкам позволено вообще в доме у мусульман жить. Вот. Ну, все, это все, вот вся атрибутика, все. Все, пошли, все, Да, уходим. все, пошли, да. Ой, Да. уходим. Да. Так, вот туда идем и идем дальше. Одно фото с джинами. Здесь целые катакомбы прямо под культурным центром. Так, это настоящий облацов. Знаете, долбленка в народе говорят. Это лодочка выдолблена из цельного дерева. Да? Она не держит равновесие, как ты знаешь, кто знает, да? Кто в деревне. На ней нужно, вообще не найдешь, как на ней, вообще невозможно стоять, просто не держит равновесие. На ней вообще либо сидя на коленочках, либо вообще сидя вытянув ноги, рыбачили. Понятно, да? Вот сюда шел вход далеко-далеко. Второй Мухаммед Аминович проходил всю дорогу. Вот это поэтому пойдемте обратно. Правильно? Это называется морда.
Мордушка. Мордушка, морду. Морду не знаю, мордушку называли всегда. Морда, мордушка. Вот он, рыба заходит сюда, видишь? Провод. А здесь метро хотели строить, что ли? Да нет, Это же полностью под зданием мы ходим. да. Тут еще куда-то. Раньше не было никаких... Ну, холодно, холодильников да, не было. не было никаких холодильников, все хранилось. У кого же описано, у классика, когда ты хочешь накормить друга, идешь в подвал, выбираешь баранью ногу. Тут еще какой-то проем. О, а тут сильно высоко. А мы же здесь не ходили, по-моему. Ходили? Вот потолок. Все коммуникации, вода, трубы. Пусть в кабинете визги. Кто-то кричит. Я слышала, да? Да, ребятишки, было. А кто визжал это? Каримбай. Алимбай? Карим. Каримбай. Каримбай. Он на золоте поднялся. Спасибо. Оп, спасибо. И про детектор только узнать, вы пройти. Нет, ну не только, я говорю на Хэллоуин. А, на Хэллоуин? И Да. вот мы уже на самом выходе. Мы на улице. Все, вот она улица. И сразу заходим. Линолеум 19 века. Да ну 19. Линолеум 19 века. Это точно. Это есть татарский культурный центр Томска. Большое старинное здание купца. Да, показать ваш центр большой. Вдруг нам тоже скажут, о, берите большое здание. Здесь? Вот здесь ты работаешь? Вот так сдали практический кабинет, проходят занятия по татарскому языку. Также у нас представлены все наши награды, вот слева. Чай пили тут, да? Ну вот, если да, немного. Еще не надо, еще не понравилось, да? Я, наверное, не буду к вам присоединяться, не знаю, немного стесняюсь. А что стесняться? К народу. Şey, otururum oraya. Саифат. Говорит, наверное, сообщать и технику, которая все видели. Вот там, тоже было. Мы покушали чаю, выпили, посидели в татарском культурном центре. Сейчас пошли по ночному Томску. Впереди Зарина, Диляра. И горки, говорят, елку уже все убрали новогоднее. Так было здесь красиво очень. Мы идем по улице Проспект Ленина в Томске. Наши ребята Радик, Диляра, Зарина, Томская наша. Да, Ленина, проспект Ленина.